исторический процесс, который нас на нынешнем этапе заставляет заниматься в том числе и популяризацией родного языка. Это достаточно длительный процесс, который нас привел к этому состоянию. Фактически весь 20 век, ну, по крайней мере, вторую половину мы шли к тому состоянию, в котором мы сейчас находимся. И все те проблемы, которые существуют перед развитием осетинского языка, они носят разный характер. Одни проблемы касаются структуры самого языка, те проблемы, которые возникли с тем, что он не использовался. И это привело к тому, что недостаточно хорошо развивался его терминологический фонд, недостаточно эффективны его жанровые возможности. Над ними надо продолжать работать. Но есть вещи, которые связаны с языком, но находятся не в самом языке, а находятся в обществе. В частности, в головах и душах людей. И отношение к родному языку, отношение к его использованию, некоторое чувство ответственности за его состояние. Это вещи абстрактные, это вещи, связанные с общественной психологией. И влияние на общественную психологию в этом вопросе играет большую роль. Мы должны действительно принимать совершенно различные меры для того, чтобы, с одной стороны, каждому осетину дать почувствовать личную ответственность за то, что происходит с его родным языком. Дать ему почувствовать ответственность двух векторов, двух направлений. Ответственность перед прошлым и ответственность перед будущим. Ответственность перед прошлым – это ответственность перед теми многими поколениями осетинского народа, которые передавали основу своей культуры, основу своей идентичности, то есть свой родной язык, из поколения в поколение. При этом и сталкиваясь с более серьезными проблемами и трудностями, чем мы сейчас. И тем не менее, отдавая жизни для того, чтобы сохранить свой народ, для того, чтобы сохранить свою независимость, свою самостоятельность.